Все хорошо отвоевали, результатами довольны? Или есть над чем работать? Огласите, да. Огласим. Тут на самом деле каждый свой результат, по сути дела, знает, а общую картинку не видит еще. Будем держать интригу на самом деле до последнего. До последнего будем держать. Ну, не будем мешать судьям сейчас подсчитывать этот результат. Они сейчас, соответственно, готовят площадку для финала, для финальных игр. Поэтому пусть там работают потихонечку, а мы тут тоже поработаем немножко по другому направлению. Собственно говоря, мы сегодня собрались здесь, я сразу заранее прошу, если будут вопросы какие-то возникать у людей, то есть представляться, кто, откуда, чего, почему, то есть и задавать можно свой вопрос. С удовольствием наши спикеры сегодня ответят на все вопросы. Чтобы у нас беседа не превращалась в какой-то балаган, предлагаю все-таки поднимать руку и после того, как предоставить слово, высказываться. Не перебивать друг друга, спорить бессмысленно о чем-то. Мы здесь не для этого собрались. Мы сегодня собрались все-таки дружить все вместе. Значит, против Терещенкова, наверное. Так, это без протокола. Нет, на самом деле, передам слова от него, то, что он очень хотел посетить все мероприятия, но у него не получилось, потому что переоценил свои возможности. То есть, как он сказал, и не успевает подготовить качественную презентацию, хотя очень хотел приехать, показать нам тоже какие-то веселые секретные мультики. Ну, надеюсь, у него в следующем году получится. Мы вот сегодня все собрались как раз таки доказать ему, что как плохо, что он не приехал, в том плане, что ему должно быть, он должен думать, трезво оценивать свои возможности, а не обещать, а потом не приезжать. Ну да ладно. Значит, сегодня план таков у нас действий. Здесь мы... Сегодня мы здесь соберемся, скажем так, план действия выступит представитель МСД Electronics из города Пензы. Специально ребята ехали, готовились. Мы наблюдали, скажем, стенды. Они приготовили нам презентацию, познакомят нас с какими-то своими новинками, разработками. Не боятся секреты показывать, то есть, потому что я думаю, что отвечают за свое производство, отвечают большой буквы, то есть без подвохов каких-то, максимально доступно, открыто нам все это покажет, расскажет. Соответственно, после этого у нас выступает представитель полигона с Российской Федерации, официально делегирован Саратовым. Он тоже нам покажет полигоновского оборудования. Ноу-хау, может, для некоторых это будут новинки, новости. Но можно будет потом во время конференции позадавать вопросы, либо пообщаться после конференции. Все мы здесь будем сегодня максимально долго, так что думаю, что присутствуем. Так, начнем с города Пензы. Раз-два. В общем, еще раз здравствуйте. Меня зовут Ермолаев Сергей. Я представляю компанию, находимся в России, в городе Пенза. У нас полный цикл производства лазертак оборудования, программ обеспечения и корпусов тагеров. Примерно 8 лет назад я вместе с другими энтузиастами решили звук вернулся. Сделать собственный лазертак, выпустить свою первую электронику, и наше оборудование смогло заинтересовать несколько клубов. Мы начали поставлять им свои первые игровые комплекты. Поначалу делали все подряд, каких-то стандартов качества и сегментов рынка тогда еще не существовало. Все зависело от интересов заказчика, и, конечно же, от материальных возможностей. Долгое время мы интегрировали, в принципе, во все подряд. Это были откровенно старые детские игрушки, так и дорогостоящие ММГ. Даже сейчас это одни из самых дорогих моделей на рынке лазертага. В первые годы работы мы заметили, что в отдельный сегмент начал выделяться специфичный для нашего СНГ пространства неаренный лазертаг с военным уклоном, с упором на реалистичность оружия. Как
как-то раз к нам обратились ребята и сказали, мы планируем большую сценарную игру по сталкеру, но с стволами беда. Уже тогда обрисовалась проблема, на которую мы обратили внимание. Мы могли обеспечить клиентов либо дорогостоящими таггерами на базе ММГ, либо комплектами, сделанными на базе страйк-приводов, которые не отличались надежностью. И адекватного оружия по соотношению цена-качество просто-напросто не существовало. Тогда мы подумали, почему бы нам самим не делать корпуса из металла, и приступили к работе над первым металлическим корпусом. Это был ВСС «Винторез». Конечно, на первую версию без слез не взглянешь, что такое там было на экране. Но на тот момент все-таки параметры могли предоставить уникальный массогабаритный камер по цене в 2 раза меньше, чем аналоги ВСС на рынке. В следующие годы это был утомительный труд, постоянно работа над улучшением отдельных элементов. Появилась перезарядка на затвор. Затем мы сделали приклад на 90% близкий к оригиналу. Потом мы сделали вал, к нам пришел складной приклад и начали экспериментировать с пистолет-пулеметами. Выпустили Инграм. Первая версия тоже была похожа на металлический прямоугольник с ручкой. Но это был долгий и сложный путь. Но сейчас мы можем с гордостью сказать, что изготавливаем, на мой взгляд, лучшую линейку металлических таггеров собственного производства. Нашей последней разработкой стал автомат АЕК. Мы выпустили таггер, впервые выпустили таггер, похожий на АК. И он достаточно тепло стал встречен игроками, нашими клубами. Всего мы выпускаем на данный момент 7 металлических таггеров. Это ВСС, ВАЛ, Инграм, Кедр, Залп, АЕК. Также сейчас у нас в планах выпустить еще один таггер серии М4. Прототип вы можете посмотреть на нашем стенде. В определенный момент мы заметили все большее преобладание детского сегмента в лазертаге. И поняли, что у нас нет таггера под эти запросы. Тогда мы взялись за создание нашего пластикового пистолета, назвали его «Ворон». Он получился легкий, компактный, с удобной рукояткой. Своеобразной фишкой пистолета было наличие умной подсветки по бокам таггера. На этой подсветке есть разные режимы работы. С помощью электроники можно отображать оставшиеся жизни, либо использовать ее синхронно с выстрелом, как дополнительную подсветку. Эффект получился впечатляющий для соответствующей аудитории. И Ворон быстро набрал популярность. Среди наших комплектов он стал бестселлером. По моему мнению, у нас получился лучший пистолет, представленный на рынке лазертага, пластиковый. Следующим шагом на базе пистолета мы создали беспроводную вариантную систему, комплектовав его жилетом и датчиком второй руки. Сейчас мы планируем его обновление. Вместо черного пистолета займет пистолет из прозрачного пластика с 15 светодиодами. Такая уже полноценная аренная система. Этот комплект вы можете увидеть тоже на нашем стенде, он представлен на столе лежит. По арене у нас еще много планов, то есть это не оконченная версия, мы постоянно улучшаем, дорабатываем. После выхода Ворона у нас был пистолет и линейка металлических таггеров, но не хватало главного таггера для массового проката. Точнее, у нас была МР-514, но она уже давно устарела, будучи ветераном лазертага на СНГ пространстве. И вот 1,5 года назад мы начали наш новый проект, и только сейчас он подходит к завершению. Создавая новую винтовку, назвали ее Дельта, мы вложили весь накопленный опыт при создании Ворона, а также множество новых интересных решений. В первую очередь мы ставили целью сделать ее надежной для проката, монолитной, поэтому увеличили толщину стенок корпуса по сравнению с другими пластиковыми таггерами на рынке до 4,5 мм, а в некоторых местах усилили до 8 мм. Добавили многочисленные ребра жесткости для усиления. В дизайне винтовки мы отталкивались от знаменитой винтовки компании Heckler Koch G36C, адаптировав ее для лазертага. Предусмотрели внутренний излучатель последней модели. В Дельте установлена штурмовая версия тубуса Т4 с дальностью стрельбы до 400 метров при минимуме рикошетов и с уменьшенным пятном поражения. Мы долго работали над рукояткой, чтобы сделать ее действительно удобной и эргономичной.
у винтовки будут специальные прицельные приспособления с возможностью регулировки и пристрелки. Также предусмотрено расширение функционала. Будет возможность устанавливать светодиодную подсветку, как на пистолете, а также будет доступна модификация дельты с перезарядкой на затвор. Вот первые образцы винтовки мы получили совсем недавно, буквально 2 недели назад. Но еще кое-что нужно доделать, но результат уже превзошел наши ожидания. Окончательный выпуск намечен на конец июня этого года, примерно через месяц. Мы уже уверены, что у этой винтовки, у Дельты, есть огромное будущее. Помимо создания таггеров, мы активно развиваем программное обеспечение и электронную базу. Недавно закончилась тестирование обновленной версии программного обеспечения. Это совершенно новый интерфейс онлайн-статистики игры в реальном времени с возможностью отображения фотографий игроков и аватаров. Предусмотрена интеграция с сервером глобальной статистики, который находится на нашем сайте, благодаря чему игроки из разных клубов могут соревноваться в рейтингах. Также в наших планах обновление линейки дополнительных устройств и выпуск новой электроники. В заключение хотел бы отметить, мы активно сотрудничаем с клубами, стараемся отказывать всевозможную поддержку от производителей. Для нас очень важны идеи игроков, ведь именно они помогают нам делать лучший лазертаг и продвигают его вперед. У меня все. Благодарю за внимание. Спасибо большое. У меня сразу возник вопрос один маленький. У вас будет возможность, кто не приехал сегодня у нас на фестиваль, доступ вот к презентации вашей? Ну, то есть, может, презентация, может, к материалам презентации. Мы просто опубликуем материалы с форума, что вот состоялось. Можно читать? Возможно такой вариант? Нет? Да, вполне. Ну, презентация по слайдам у нас простенькая. Все нужен текст. Ну, я думаю, что нет, мы обязательно после того, как разместим презентацию, соответственно, сделаем ссылку, что если будут возникать вопросы, то будут ребята выходить на связь, если кого-то заинтересуют какие-то вопросы. Конечно. То есть это открытая информация, мы можем ее опубликовать. Всех. Хорошо, тогда жду ее у себя. А хотя она уже у меня на компьютере. Спасибо. Пожалуйста, вопрос, да, из зала. Я допустим, по поводу онлайн-статистики. Как она работает? Игра прошла, сливается информация со стволов, она сразу же отправляется с помощью вашей программы вам на сайт? Или как это происходит? Нет, она не сразу отправляется, это дополнительная функция программного обеспечения. Там нужно включить условия отправки статистики. И если есть доступ к интернету, предварительно нужно зарегистрироваться на сервере статистики. У нас на сайте есть ссылочка, если нужно, я его, в принципе, могу с компьютером показать. Получить там права доступа, в программное обеспечение их прописать, и по завершении игры можно будет одной кнопкой отправить результат туда. Сливать напрямую к вам на... Да. Еще вопрос по поводу статистики. Это будет какой-то простой показатель, то есть убийство, смерть. Допустим, вот есть клубы, которые больше играют убийство или смерть, есть кто больше по точкам играет, да, где назначают за точку по умолчанию какое-то количество фраг, да. Или это будет какой-то... Там сложный коэффициент эффективности, то есть соотношение убийств к смертям. Сейчас мне сложно ответить, я так на память не помню. Вот у нас руководитель этого проекта как с компьютерными играми всегда аналогию проводил. То есть там не просто тупо фраги. Ну, просто к чему не просто? Получилось так, что есть люди, которые могут каждую неделю ездить, грубо говоря, постоять по пиф-пафу, да, и по итогу будет лучше статистика, чем хороший игрок, который приезжает. Там применены вот эти механизмы, то есть если игрок давно не играет, то он в рейтинге сползает вниз постепенно. За защиту что-то такое вот. Ну, а пропущенные игры, да, получается, да, но они универсальный показатель для всех клубов. Универсальный показатель для всех общий. А приложение не планируете? Приложение планируем, но сначала мы сделаем новую электронику, потому что приложение к текущей электронике там не очень хорошо все технически. Wi-Fi модули, да, которые тоже сразу же могут раздавать, то есть в течение игры снимается статистика и через Wi-Fi раздается на телефончики. Был такой проект, но, честно говоря, не очень хорошо работал, мы отказались от этого. Пользовались?
и как бы был не востребован. Но в принципе, если это нужно сделать, мы это вернем назад. Самое сложное сейчас в маркетинге клуба это подсчитать правильную статистику. То есть брать всех лишних игроков, да, если они это. Если кто-то вот поменял формат, да, статистика сразу падает. Вот это единственное. Значит, да, про все эти сложности наша команда знакома. Вот поэтому я делаю уклон на новую электронику. В новой электронике мы хотим сделать повязку ведущую, а автомат ведомым. И в результате можно будет поменяться без потери какой-либо статистики. Ну, если вы проводили игры, вы представляете, что это такое. Александр, во-первых, хотел поинтересоваться, будет ли какая-то дистрибьюция этого сервера? То есть, ну, говоря, на своем сайте можно будет развернуть статистику? Пока такого у нас интерфейса специально нет. Но в принципе, я думаю, если прям будет такая задача, можно будет сделать какой-то API доступ, чтобы вы могли без проблем сервис скопировать. И второй вопрос, при передаче данных какая-то шифрация, какая-то контроль достоверности данных. Что мешает отправлять сложные данные и накручивать статистику? Ну, у нас какой-то прям такой супер шифры, как там в Телеграме, например, нет, но контроль целостности, конечно, все чисто наше программное обеспечение, все эти алгоритмы закрыты. Но я думаю, подделать будет это сложно и никому не нужно. Скорее, это, наверное, если кто-то из спортивного интереса, какой-нибудь въедливый студент захочет попробовать покопаться, видеть некого исключения. Сервер, я не скажу, что пока это пользуется большим спросом, там где-то около 10 клубов в России постоянные пользователи сервиса, постепенно развивается. Поэтому мы не, так сказать, вот эти все вещи туда не внедряли, не шифровали. Ну, не было как бы прецедента и потом в таком бета-варианте. Хотя все возможно, если будет необходимость. Ростовский Валентин, Полигон. Скажите, пожалуйста, а вот в принципе какая цель именно онлайн-сервиса? То есть что вы предполагаете, какие дальнейшие шаги по его развитию? И что являлось, ну, условно говоря, что являлось, не знаю, примером, исходником? Какие, на базе какого алгоритма вы, на что вы ориентируетесь? Потому что существует, например, в Майнкрафте профессиональная система подсчета угла стрелков, практической стрельбе, система рейтингования. Но там понятная история, это спорт, это получение разрядов спортивных и, соответственно, подтверждение на уровне государства. Ваш сервис, вы предполагаете двигаться дальше вот именно в развитии как спорта и как какого-то соревнования, которое либо будут, может быть, коммерческие первенства, и чемпионаты турнира, что-то, может быть, какая-то такая история. Я понял вопрос. В создании сервера мы опирались скорее больше на сегмент компьютерных игр. То есть мы хотели придать какой-то дополнительный смысл игрокам играть, потому что вот развитие индустрии того же киберспорта, компьютерных игроков с лазертагом, то есть есть определенная параллель. Она именно хороша тем, что игроки к чему-то стремятся, то есть они запоминают свою статистику, соревнуются между собой. Это больше как не к спорту, а к такому вот соревновательному элементу. Вот так. То есть. А с федерацией уже сталкивались лазертага, зарегистрированная толстошейным в России? Ну, слышал про нее, но не пересекались. Не сталкивались. Не сталкивались. Ну, будет, если будет интересно, можно потом. Уже то есть она на федеральном уровне? Они зарегистрировались уже как лицо зарегистрировали устав. У них есть, благодаря своему некоммерческому обществу, у них действительно есть представительство в 50 регионов. За счет этого они получили статус как раз тоже некоммерческая организация, ассоциация лазертага России. Я слышал, что такие как бы
тенденции есть к образованию федерации, но того самого факта, что он уже существует, Ну, они в Минюсте на данный момент они получили уже. То есть они уже есть федерация или нет? Работы Или в нет. процессе? Работы нет. Лицо есть, работы не видно. Это в чем проблема. Какие-то есть дальнейшие идеи по тенденциям развития вообще лазертага? Идей масса, конечно. Мы в первую очередь ориентируемся все-таки коммерческая фирма под прокатный рынок, так, обстоятельства, скажем так, вынуждают нас. Планируем производить оборудование, которое будет удовлетворять запросы клубов. Вам не кажется, что рынок именно прокатный, в общем-то, свой основной уже ресурс, если не исчерпал, то близок к его пределу? Сейчас рынок вторичного оборудования всех производителей, так как лазервар занимает наибольшую долю с точки зрения проданных единиц, вот штук, и у них и вторичный рынок самый большой. Так вот, по нашим данным, сейчас продается вторичного оборудования на 40% больше, чем продают все производители лазертага в России. Первые. Я тут не вижу ничего страшного, так же как с рынком, например, автомобилей, да, вторичных машин больше, потому что больше было времени, чтобы его произвести. Но какой-то стагнации рынка, то есть вот по нашей компании, какого-то кризиса большого там я не наблюдаю. То есть вы видите перспективу роста этого рынка продаж первичного оборудования, первичной руки, как там, условно, как устойчивый рост в каком горизонте? 3, 5 лет, 7 лет. Какие-то расчеты такие делаете? Сложно прогнозировать, честно говоря. Но я думаю, что с рынком ничего критичного не происходит. По крайней мере, как-то падать, стагнировать он не будет. Может быть, рост не такой бурный, как там какой-нибудь 10-14 год, там, после кризиса. Но, по крайней мере, тем не менее, я думаю, в порядке с рынком. Нет, у нас просто, конечно, тоже свои есть разные проекты и взаимодействие с, так сказать, силовым ведомством, с военными. У вас, наверное, если представитель полигона, то есть в этом больше направлении движется, чем в прокате. Но по нам, если нас смотреть, то мы движемся именно вот в прокатный рынок. Не думали изменить, не думали внести в свою модель бизнеса не только продажу, но еще и там, возможные варианты самостоятельной организации такого крупного проката по большим мероприятиям, фестивалям. А то есть самостоятельная организация? Но сейчас, так же как существует движение у страйкболистов, чем привлекательны маневры страйкболистов своей массовости. То есть на больших играх собирается 5 до 6 тысяч человек. На открытии прошлого сезона или там сутки на броне, там было сутки на броне проходят минимум 2 раза в год, там минимум 1500 участников. Лазертаг, к сожалению, такой массовости просто чисто физически не достиг. На оборудовании того же лазервара делаются мероприятия под эгидой того же Консташейна. Там используется до 400 комплектов. При этом, на самом деле, к сожалению... Про МЛТ речь идет, да? Да, идет речь. Там и наши клубы тоже представлены. Да, мало совместимые. В данном случае и мы представлены в части регионов, потому что у полигона есть майлз прошивки и есть возможность работать с оборудованием на протоколе майлз. Те клубы, у которых стоят разгрузки и повязки с датчиками 56 ГГц, они также... Килогерц. Они уже могут
принимать В надо. принципе, прием передачи сигнала, тем более, что протокол известен. Единственное, что не могут производители, это, насколько я знаю, у вас есть такая же сложность с частью гаджетами лазервар. Ваше оборудование не воспринимает частью сервисных команд, а часть ваших гаджетов, соответственно, не воспринимается. Да, потому что гаджеты, вот эти там всякие артефакты, у нас есть модули регенерации, и это идет уже авторское расширение протокола Miles. Они что-то добавили, мы что-то добавили, мы это не согласовываем, ну, по причине того, что конкуренты, мы же не можем говорить, что мы сделали это, давайте сделаем это. Не боитесь немножко Джима Староса на использование протокола, который изначально предполагался как некоммерческий. Ну, а что тут может быть? Он же, в принципе, по всему миру распространен, не запатентован, то есть у него авторских прав. Нет, он как раз нет. Он Miles by Jim запатентован, имеет в 4 странах имеет патент, имеет регистрацию. И в лицензионном соглашении там у него как раз написано некоммерческое использование. Я понимаю, что в России маловероятно, что он когда-нибудь придет там с исками, но тем не менее эта история никак не... У вас же был хороший, у вас был вполне удачный свой протокол. Вы целенаправленно переходили на Miles с целью расширения аудитории. Так? Да. В данном случае вы считаете, что это возврат к собственному протоколу уже невозможен? Нет, почему возможно? В новой электронике мы сделаем свой протокол с расширением функций, потому что в самом Miles, ну, ограничения есть, это всем известно. И они огромные. Да, не огромные. То есть, там, например, тип снаряд туда не прошьешь, как минимум, там, бронебойный, такой простой пример вот для аудитории. Но, как бы, рынок диктует свое, и мы все-таки, если у нас клиенты просят сделать международный протокол, то нам приходится это делать. Вообще наш Miles, он даже не совсем сейчас Miles, там кое-какое есть дополнение. Ну, вы цифровой пакетик добавили. А насчет ну, юридических сторон, я думаю, мы подчиняемся российскому законодательству. В России как бы тут никто никого не трогает. Если будут вопросы, конечно, мы на них отреагируем вовремя. В данном случае мы задумывались об этой истории, именно связанной с различными преследованиями всяких компаний, которые заявляют свои авторские права на многие разработки. Оказалась очень интересная ситуация. В этот момент вообще в российском законодательстве он не урегулирован и будет отдан на откуп, ну, по сути, арбитражным судьям в тех регионах, в которых могут быть поданы иски. Я, честно говоря, не думаю, что когда-то это произойдет. Ну, в данном случае просто рассматривали это, в том числе рассматривали такие риски. Более некоммерческий проект сам по себе. Сам-то протокол Miles и вот эта вот прошивка же некоммерческий проект. Думаю, что Ну и одно из условий ее распространения было не использование этой конкретной прошивки для коммерческого использования. Причем на сайте выложен документ, который у нас тут прямо прописан. Опять же, это ни в коем случае не подумайте, это не камень там, ваш огород, абсолютно. Мы сами стали точно такой же ситуации, стали перед проблемой, что в регионах больше оборудования лазервор, который работает на Майлсе, и наши клубы хотят иметь возможность играть с клубами на оборудование лазервор. но если Увы, как это, Я, конечно, рынок диктует свои условия. такой вопрос вот на этим моментом, честно говоря, мы даже не задумывались, но я, в принципе,
по приезду подключу нашего юриста и предварительно, насколько у меня в юридическом поле есть знания, я думаю, что вот это все-таки мы на территории Российской Федерации. И вот это вот соглашение, оно здесь не совсем будет иметь силы. Мы являемся, Россия является и членом ППО, соответственно, и подписали хартию о защите авторских прав. Ну, я думаю, не стоит так глубоко лезть, тем более вы тоже согласились с тем, что все распространяют это. Только вопрос, как он там используется в некоммерческих целях. Но здесь это совсем, вот, честно говоря, совсем скользкий путь, потому что использование протоколов иностранных государств в образовательной деятельности. Наверное, мы увлеклись как бы вот этой темой. Давайте Расскажите, да, вот у вас такая громадная просьба, организуйте большой чемпионат по лазертагу, такой круглогодичный, так, чтобы играли все команды с разных стран. На регионах выбирают по команду, потом общий съезд. Это организовать могут только вы, производители таких вот как владельцев клубов, то есть это как бы не по карману, не по плечам, а вам при легче спонсоров найти, легче площадки найти, где это все организовать. И мы этого все очень хотим, наверное, да? Какая-то фигня хотя бы была, да, хотя бы в проекте СНГ там, или союзного государства. Вы говорили про соревновательный тип. Среди всех пейнтбол, страйкбол, лазертаг, только в лазертаге можно организовать чуть ли не олимпийские соревнования, потому что обеспечивает максимальную точность попадания, максимальную честность игры, да, прозрачность игры. Вот, в пейнтболе, в страйкболе такое не организовать. Поэтому мы на вас очень смотрим. по поводу турнира составляющей. В прошлом году мы проводили турнир ВМТ 2017 в Казани. Но у него, поскольку мы его там несколько лет, так скажем, возрождали, не получилось такого. Где-то там было около, по-моему, 70 человек, не помню, несколько десятков команд. Да, мы планируем это. Единственный момент вот с отборочными играми пока не решили, проводить ли их в регионах, как бы вот других отдаленных частях или нет. Тут, получается, организаторы рядом с вами сидят, да, в принципе, можно как-то, их надо только как-то поощрять или поддерживать, да, какие-то там, может... Но мы сможем договориться, я думаю. Я знаю, что вы можете договориться, мы вам предлагаем конкретно уже начинать игры. Именно это у вас отвлекаем, потому что есть желание и есть возможности. Каждый из наших клубов готов предоставлять свои полигоны для проведения отборочных. Но одному клубу это сделать крайне сложно. Даже клубу это сделать крайне сложно уже пробовать. Тут нужно организоваться больше с производителем, причем всем производителям. Потому что только на ЛСД это дело не организовать, только в полигон это дело не организовать. Надо как-то вам сдружиться и... Нет, сдружиться это всегда хорошо. Я даже отвечу на этот вопрос. Мы, собственно, для чего-то сегодня и собрались. Как я и говорил на торжественном построении, что я оставлю маленькую точку, чтобы провести жирную линию, вектор направления. То есть, собственно, в чем мы все и собрались. Не тушенку призовую раздербанить какую-то. Это мы сделаем все вместе, вопросов нет. Я имею в виду, что с ребятами с Пензы, допустим, мы обсудили вопрос сотрудничества дальше по развитию фестивалей именно больших международного формата, большого международного формата. Я думаю, что в будущем мы решим проблемы, вот, чтобы принимали участие все производители, то есть на уровне большой сценарной игры по совместимости даже. То есть Москва не один день строилась, то есть мы только начали, это первый только фестиваль. И я думаю, что это не последний. И начнут вырастать фестивали в России, скорее всего, такого формата.
Что касается Республики Беларусь, у нас на сегодняшний день создана Белорусская Федерация пейнтбола, которая официально курирует вопрос лазертага. Я когда разговаривал с председателем, он мне честно сказал: ребята, придите, вот он, вопрос к клубам был, придите к единому соглашению по настройкам, дайте мне это. Я сразу это все дело несу в Министерство спорта и туризма, и мы начинаем раздавать разряды. Да, по настройкам это тоже производитель. По настройкам, на самом деле,